Государственном концертном зале Башкортостан прошла необычная фотосессия. Участники творческих коллективов концертного зала стали героями репортажа легендарного фотографа, шестикратного лауреата международного фотоконкурса World Press Photo в Голландии, конкурсов в Швейцарии, Франции и Японии, обладателя гран-при конкурса «Серебряная камера» Владимира Вяткина. Владимир Юрьевич не только фотожурналист с мировым признанием, но и талантливейший учитель. За более чем 30-летний стаж преподавания в МГУ количество его учеников стало измеряться тысячами. Среди них такие известные фотографы, как личный фотограф Дмитрия Медведева Дмитрий Астахов, фотокорреспондент издательского дома «Коммерсант» Василий Шапошников, фоторедактор и фотокорреспондент «Тартас» Сергей Шахиджанян. Цель моего визита – это проект глобального масштаба, который выдумали соотечественники, живущие в Уфе. Это «Леса России», и готовится альбом по Башкирии, по Уфе. И меня пригласили, скажем так, принять участие в каких-то организационных вопросах, заново увидеть Уфу и Башкирию. Владимир Вяткин многократно участвовал в специальных проектах для журнала National Geographic, снимал фоторепортажи во многих горячих точках планеты – в Никарагуа, Афганистане, Чечне. Владимир Вяткин работал фотокорреспондентом газет «Известия», «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда». Мастер фотографии поделился своим мнением о съемках в Государственном концертном зале Башкортостан. Очень удобно жить и работать, и учиться здесь. Функционально удивительно здорово сделано. Особенно мне понравился верхний этаж, 4-й этаж, репетиционные залы, большой гимнастический зал, светлый, комфортный для съемки, для занятий спортом. То есть, в какой-то мере получил удовольствие от работы. Другое дело, что с наскоку удачно не снимешь. Несмотря на то, что опыт у меня немало, я 48 лет был фотографом ансамбля Моисеева, всю жизнь снимаю балет, имею Оскара мирового за съемку балета. Тем не менее, профессиональный балет, профессиональная гимнастика и танец – это немножко иное, чем детская студия. Творческое кредо мастера – снимать сердцем и душой. Было видно, как Владимир Юрьевич старался быть предельно незаметным в репетиционных классах, снимал обувь и постоянно просматривал на ЖК-мониторе полученные результаты. Мастер портрета, он использовал длиннофокусную оптику и работал без вспышки. Владимир Вяткин признался, что ему нравится снимать портреты увлеченных творческих людей. Среди его фотографий большое число выдающихся исполнителей, музыкантов, дирижеров. На этот раз я уделил внимание не столько верно выбранным балетным позам, патам и так далее, а просто уделил внимание настроению, с каким дети занимаются в ваших кружках и студиях. Очень улыбчивые, очень симпатичные. Могу сказать, что, в общем-то, есть девочки, которые, в общем-то, Москва может завидовать, честно говоря. Особенно маленькие, очень естественные, очень игривые, очень улыбчивые, и в то же время чувствуют значимость. Их снимают, они желают быть серьезными, но мало кому из них это удается делать. Прошедшая фотосессия обязательно пополнит фотоархив концертного зала фотографиями мастера. По его словам, Башкортостан всегда был в лидерах по развитию жанра фотоискусства в России. Проводил большую работу по организации культурных акций. Есть надежда на новый всплеск интереса к фотоискусству. А мы пожелаем Владимиру Юрьевичу здоровья и успехов в организации нового творческого проекта в нашей республике. Современная Уфа экологически, на мой взгляд, не грязная, в отличие от многих других больших промышленных центров. Очень теплая, в гостинице тепло, не холодно. Люди очень улыбчивые, приветливые. В любом случае, я думаю, что в ближайший год-два года тесная дружба меня будет связывать с Уфой.